Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о прилагательных в кыргызском языке «сынаточ», о категориях прилагательных и об их образовании. В кыргызском языке прилагательные в сочетании с существительными не согласуются с ними ни в числе, ни в падеже, а понятие рода в кыргызском языке отсутствует. При склонении словосочетания прилагательное плюс существительное по падежам изменяется только существительное. Например, «кызыл гүл» – красный цветок, «кызыл гүлдөн» – из красного цветка, «кызыл гүлгө» – красному цветку. Вы видите, что по падежам изменяются только существительные «гүль». «Кызыл» остается неизменным. Или «Жаңы китеп» – новая книга. «Жаңы китептен» – из новой книги. «Жаңы китепке» – новой книге. «Жаңы китепти» – новую книгу. Изменяется только существительная «книга», и неизменным остается прилагательное «жаңы». Прилагательные кыргызского языка могут образовываться от существительных и от глаголов, так называемые производные прилагательные. Если прилагательное образовано от существительного, то используется окончание «лу», «лю», если основа заканчивается на гласную, «ду», «дю», если основа заканчивается на звонкую согласную, и «ту», «тю», если основа заканчивается на глухую согласную. Например, «ынтымак» – дружба, «ынтымактуу» – дружный, «акыл» – ум, «акылдуу» – умный, «güç» – сила, «güçtүү» – сильный. Прилагательные могут образовываться от существительных при помощи окончаний «сыз», «сись», «сус», «сюсь», что означает «без». Например, «уят» – совесть, «уятсыз» – бессовестный, «игилик» – успех, «игиликсиз» – безуспешный, «үй» – дом, «үйсүз» – бездомный. А теперь попробуйте, пожалуйста, самостоятельно образовать прилагательные от следующих слов: билим – знание, мани – смысл, эрк – воля, пайда – польза, прилагательные в кыргызском языке могут образовываться и от глаголов при помощи окончаний чак, чек, чök. Например, ишен – верь, ишенчек – доверчивый, мактан – хвастайся, мактанчак – хвастливый, тарын – обижайся, тарынчак – обидчивый, уял – стесняйся, уялчак – стеснительный. На этом наш урок по кыргызской грамматике закончен. Для закрепления этого материала советуем вам использовать учебник Гульмиры Дюшеевой «Кылым карыткан тиль». С вами была Гульнара Намазбекова. До новых встреч!